Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler. Milli телеканалының жаңлы эфирінде Ачықлав программасы. Студиядамен Левиза Сейдбилялова ве Невбеттеки ярым саат девамында Невбеттеки ачық субъетіні сіздің диққатыңызға тақдим етмеге біз енді азырмыз. Ве студиямыздың бүгінгі мұсафыры Ахмеджид шер мемориеті башының муавины Расим Умеров. Расим бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Салям алейкум, Левиза Ханум. Салям алейкум, уважаемые телезрители телеканала Милет. Расимбей, вы впервые у нас в студии, рады вас приветствовать. Совсем недавно вы заняли должность заместителя главы администрации. Ну, наверняка вот за короткий период уже намечен ряд проблем, которые требуют скорейшего решения, да, скажем так, острые моменты. Вот какие первоочередные задачи наметили? Да, действительно, спасибо за вопрос. Я был назначен 3 апреля. Задачи были такие. Задачи были прежде всего вникнуть в все проблемы, которые, к сожалению, на сегодняшний день еще существуют. К сожалению, вопрос обустройства сегодня актуальный. И первоочередные задачи – это систематизировать те проблемы, выехать в каждое место компактного проживания, выехать на те проблемные места, намеченные ранее, намеченные на сегодняшний день, когда люди обращаются. И систематизировать эти проблемы и выстроить план реализации, план решения этих проблем. Расимбей, мы в прямом эфире, обращаясь к нашим телезрителям, урметли сeyirciler, біздің студиямызда әр заман олғаны кәбі жаңлы телефон чалыша. Бүгін іште яқын вақытларда тайынленген Ахмеджид мемориет башының муавины біздің студиямызда болуна. Кескин ве актуаль меселер ақында біз бүгін сөз үрсетежекміз. Шының үшін Ахмеджид сакелерінің диққатыны да бір кере желіп етеміз. Мұтлаға телефон ачыңыз ве бұтын ратсызлаған суалеріні бере білесіңіз Невбеттеки ярым саат девамында. Расимбей, ну вот какие вот можно сказать, что на сегодняшний день у жителей Симферополя вот острые проблемы, вот, которые необходимо вот решить именно в кратчайшие сроки? Вот, вы уже для себя это наметили? Да. Основная проблема, как я уже и сказал, это вопросы обустройства. Данные вопросы, к сожалению, требуют решения не только на уровне муниципального образования, а подключение еще и государственных органов, государственных органов власти, органов республиканских органов власти, то есть системной работы. На сегодняшний день эта работа есть, и есть результаты, мы видим результаты этой работы. Но вот, допустим, будем разговаривать сегодня в рамках муниципального образования города Симферополь. На уровне города Симферополя была принята программа, рассчитанная на 2016-2018 годы, и в рамках данной программы было предусмотрено 29 миллионов 600 тысяч рублей для целей по обустройству реабилитированных народов, как бы решение многих возникающих вопросов. Есть конкретные цифры, если нужно, мы можем на них остановиться. Ага, то есть это период за 2 года, да, с 16 по 18? Да, в рамках города Симферополя эта программа действует пока на 2 года. А есть данные, вот сколько, ну вот, скажу наперед, знаем, что вы курируете именно сферу межнациональных отношений, правильно? И вот есть ли на сегодняшний день данные, вот сколько реабилитированных в городе Симферополь проживает? То есть на какое количество граждан рассчитана эта сумма? Если мы говорим о реабилитированных, то есть если речь идет о тех гражданах, которые получили соответствующие справки, да, о реабилитации, это порядка 1500 человек. Если мы говорим о незаконно репрессированных гражданах, то это больше 20 тысяч человек проживает на территории муниципального образования города Симферополь. Расимбей, ну вот выделенные средства, на что распределяются в первую очередь, на что, какие приоритеты расставляются? Есть конкретные цифры, давайте на них попробуем остановиться. Вот на 2017 год в рамках программы, муниципальной программы, на проведение культурных и памятных мероприятий выделено 1 миллион 645 тысяч рублей. На обустройство мест компактного проживания, таких у нас по городу Симферополе 9 основных крупных, выделено 4 миллиона 284 тысячи рублей. Также вот в 2017 году выделяются средства на проведение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог, проведение культурных мероприятий, тоже также выделяются средства. Выполнение освещения в местах компактного проживания выделено порядка 1 миллиона рублей на сегодняшний день.
Также существует государственная программа, реализуемая в городе Симферополь. Так, например, существует программа, принятая Советом министров Республики Крым, номер 185, постановление. По данной программе 1,5 миллиона рублей выделено на материальную помощь реабилитированным гражданам на завершение строительства. На сегодняшний день для наших соотечественников это тоже актуальный вопрос, потому что очень многие люди в силу различных причин не могут закончить начатое строительство. В этом году эта программа работает? В этом году эта программа тоже работает. Если в прошлом году размер финансирования был на город Симферополь порядка 1 миллиона рублей, в этом году по нашему ходатайству сумма была Государственным комитетом по делам межнациональных отношений увеличена. В этом году сумма составляет 1,5 миллиона рублей. То есть приблизительно это сколько человек смогут получить? Ну вот если брать по практике прошлого года, в прошлом году 5 человек получило практически по 200 тысяч рублей на завершение строительства. То есть эта сумма, я считаю, что на сегодняшний день значительная и, в принципе, может оказать ту или иную помощь как раз-таки гражданам для того, чтобы они закончили и переехали в новый дом. Ну вот знаем, что создается комиссия, да, которая следит за ходом выполнения работ. Вот у тех граждан, которым выделяется сумма определенная. Были ли случаи, когда вы уже выезжали на конкретные объекты, мониторили ситуацию, то есть как расходуются средства? Да. Смотрите, по прошлому году, если эта комиссия, положительное решение по 5 гражданам было вынесено в ноябре-декабре 2016 года, там дается срок полгода для того, чтобы граждане воспользовались этими средствами, купили необходимые строительные материалы, строительное оборудование, построили, да, либо сделали ремонт, ну, достроили, скажем так, привели условия в соответствие. И после этого, по окончанию 6 месяцев, они подают отчет о выполнении тех или иных работ. Действительно, соответствующая комиссия с выездом на место проверяет, согласовывает, застройщики прикладывают квитанции для того, чтобы показать финансовую, да, отчетность. Комиссия проверяет. Есть у нас первый телефонный звонок, давайте послушаем, потом продолжим обязательно. Алло. Алло. Селям алейкум. Алейкум селям. Алейкум селям. У меня большой вопрос здесь, Расим Бей. Вы у нас сейчас новый человек, новый администратор. Мы очень думаем, я волнуюсь, что вы нам поможете. У нас в Акмечете большая проблема с дорогой. Между 5-й улицей и 9-й автобус номер 7 останавливается на 5-й улице, а дальше не идет. Когда люди ему задают вопросы и говорят, почему вы не едете дальше? Он говорит, отремонтируйте свою дорогу, а я потом поеду дальше. У нас очень много детей. Мы живем здесь, в Акмечете, компактное проживание крымских татар. Маленькие дети в детский сад ездят на Залесскую, в школу ездят. Это очень-очень неудобно. Помогите нам, пожалуйста. Алла Доксольна, слава нас. Çok sağ olun за вопрос. Да, действительно, как мы уже останавливались, вопрос с качеством дорог и вообще с наличием дорог для нас сегодня очень актуальный тоже. Хотелось бы сказать вот и по Ак-мечети, и по другим местам компактного проживания. Я буду по каждому данному объекту выезжать лично. Мы с нашими специалистами отдела по межнациональным отношениям будем систематизировать эти вопросы. Хотелось бы сказать, что по Ак-мечети будет реализован, вот мы говорили про муниципальные программы, еще у нас как бы реализуется очень большой блок вопросов, но это как бы основной блок вопросов по федерально-целевой программе. И вот в рамках выполнения федерально-целевой программы предусмотрено строительство 3 детских садов в местах компактного проживания, строительство многоквартирных домов. К чему я это говорю? Все эти объекты ФЦП будут, естественно, к ним будут подводиться дороги, освещение и так далее. И вот по Ак-мечети тоже есть уже на сегодняшний день намеченная дорога асфальтовая. Не все, к сожалению, сразу мы сможем сделать, не все сразу сможем осилить, но я думаю, что, иншаллах, мы систематизируем эти вопросы и потихонечку перейдем к решению всех вопросов. Может быть, где-то сначала пойдем на какую-то отсыпку щебнем
потом, ну... Ну вот знаем, что, к примеру, на фонтанах, вот на улице Чкалова уже начались вот недавно ремонтные работы. Если говорить по федеральной целевой программе по линейным объектам, то на 2017 год по строительству дорог с твердым покрытием у нас предусмотрено в 3 местах компактного проживания. Это Каменка, Хошкильды и Марина. Там ситуация на самом деле очень плачевная. Если в Акмечете хоть основные дороги выложены, да, и асфальтированы, то в этих местах компактного проживания даже дороги элементарно к школам не в плачевном состоянии. Вот мне уже удалось объехать район Каменки и район Белого. Вот мы объехали. Я думаю, что на следующей неделе мы посетим как раз-таки вот нашу телезрительницу. Мы обязательно созванимся с представителями территориального органа самоуправления, так называемых ТОСов или инициативщиков. С ними вместе обсуждаем. Хорошо, если телезрители будут в этот момент там же и подготовят какой-то блок вопросов от них и передадут инициативной группе. Да, то есть вот было бы признательно. Хотела спросить, вот как проще, вот, скажем так, начать хотя бы, да, решение проблемы? Это прийти в администрацию, либо это вот обращаться в ТОСы? На самом деле можно и прийти в администрацию, законодательство это предусматривает, можно написать обращение граждан, да? Но на сегодняшний день есть действенные рычаги, это создание территориальных органов самоуправления, так называемые ТОСы. Это инструмент взаимодействия органов власти и общества. Только сообща вместе можно, как бы, во-первых, систематизировать вопросы, во-вторых, обозначить их приоритеты, да? Допустим, кому-то важны дороги, кому-то важны, допустим, где-то есть у нас по Белому 4, Белое 4А, вообще газа нет до сих пор. Мы живем в 2017 году, а газа там нет. То есть вот эти вот вопросы мы систематизируем, расставляем приоритеты и потихонечку попытаемся эти вопросы реализовать. Да, вот и, кстати, с Белым, вот как обстоят дела с газифицированием? По Белому мы уже с Реза Фератовичем, это представитель инициативной группы, объехали данный район, просмотрели по федеральной целевой программе, там у нас будет проходить асфальтированная дорога. Обозначили вопрос по Белому 4, Белое 4А, что там нет, к сожалению, газа до сих пор, но как раз-таки по федеральной целевой программе вот, в 2017 году по Белому 4 предусмотрено газоснабжение. То есть в 2016 году была сделана проектно-сметная документация проектировщиками. Вот до конца 2017, я надеюсь, будет реализовано газоснабжение. Там не так уж много домов, но, к сожалению, не знаю по каким причинам, этот вот район, место компактного проживания, как-то остался в стороне. Думаю, сейчас мы постараемся, чтобы справедливость восторжествовала, и люди тоже были обеспечены естественными потребностями, такими как, допустим, газ. Ну, есть вот, да, действительно ряд проблем, и вот достаточно часто к нам обращаются жители вот именно с вопросами обустройства. Расимби, есть у нас телефонный звонок, давайте еще раз послушаем. Алло. Алло. Да. Хайырлы акшамлар. Сау болыңыз, сізге де. Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум салам. Ул Ахмет Такса Ағда Табатымдан. Этот Абдул Тейфук. Ул сокагындан. Бізде бүтін юқарыда инсанлар çalışмаған канализацияға қосылғанlar. Жол бойы бүтін ақып ята болмайчық сасық сулар. Бір қорандаға, бір елге кіріп, епсіне айттым. Бұл инсанлар, бұл бізде аз барған кетеді, жолдан жамыға кеткен адамlar, ол балалар жүрген мектепке кетелі бұл жолдан. Оны yapмаңылар деп аңламайлар. Бүтін София, Ахмет немеді, Абдултейфиктерді, бір қоранда сізде çalışқан инсан да бар, миллетте çalışқандар да бар, оларға да бардым. Hepsi koşulgan, hepsi suları yol boyu akıp saçıp yata. Yarın azbar kızacak. Yapıp otura. Niye yapmak mümkün bu yolda? Kaça toxtalacak bu? Anladık суалыңызды, сау болыңыз. Канализация одна из проблем. Да, к сожалению, одной из таких тоже кричащих проблем является отсутствие канализации, централизованной канализации. Да? Этот вопрос как бы тоже был обозначен мне в отделе межнациональных отношений, потому что этот вопрос уже не первый раз поднимается.
Значит, вопросы по канализации и центральному канализации тоже запланированы в федеральной целевой программе в качестве линейных объектов. Значит, предусмотрено строительство канализации в 5 местах компактного проживания на сегодняшний день. Могу сказать кратко, в каких. Да, давайте. Это Ак-Мечеть, Марина, Каменка, Белая 2 и Хошкильды. Вот по этим 5 местам компактного проживания планируется первоочередное проведение канализации. Вот. Расимбей, ну вот еще одна из проблем, с которой часто вот наши соотечественники сталкиваются, это отсутствие уличного освещения, вот особенно в темное время суток в местах компактного проживания. Вот есть такая проблема. Как с этим обстоят дела? Ну, безусловно, это тоже в порядке вопросов нами рассматривается. Еще раз буду агитировать наших телезрителей, наших соотечественников для создания ТОСов. Это не просто как бы то, что вот мы так хотим, да? Для того, чтобы что-то решить, нужно создать обратную связь и самоорганизоваться, скооперироваться и решать те или иные проблемы. К сожалению, не все вопросы можно решить путем финансирования из государственного муниципального бюджета. Да? Во всем мире действует принцип софинансирования. То есть, когда жители тоже участвуют, ну, материально в том числе. Понятно, что это несоотносимые суммы, но в том числе, когда люди участвуют в том или ином деле, да, будь то освещение, будь то детский садик, ну, детская площадка или еще что-то, то та детская площадка, она больше ценится, и это как бы встает общим достоянием, да, и она как бы больше... То же самое проблема освещения, если понятно, что вопрос стоит, вопрос необходимый, вопрос нужно решать и так далее, но запланировать и все реализовать сразу не получается. Мы постараемся все эти вопросы систематизировать, как я уже и начинал говорить, и в порядке приоритета подходить к решению этих вопросов. Расимбей, ну давайте вот конкретно остановимся на объектах ФЦП. Какое количество объектов на сегодняшний день строится именно в Симферополе и как идут работы? На сегодняшний день по линии межнационального единства в рамках реализации социально-экономической программы социально-экономического развития Республики Крым до 2020 года предусмотрено строительство 23 объектов федеральной целевой программы. Ну, их можно разделить на 2 основных блока. Это площадочные объекты и линейные объекты. Если говорить по площадочным объектам, то вот у нас предусмотрено строительство 3 детских садов. В микрорайонах Фонтаны, Хошкильды, Луговое. Причем срок окончания строительства – это конец 2017 года. И каждый из наших телезрителей может посмотреть, что вот в этих местах уже не просто осуществлен забор, то есть работа на самом деле кипит. Более того, скажу больше, у нас проводятся еженедельные штабы в администрации города Симферополя, куда приглашаются подрядчики, где четко формулируется вопрос. На это же совещание приглашаются ресурсники, то есть это Крымгаз, Горводоканал, Губвода Крыма, Крымэнерго. И все вопросы, возникающие у подрядчиков, или те проблемные вопросы, возникающие со строительством и с реализацией данных объектов, они как бы мгновенно решаются. Такой же аналогичный штаб проводится на уровне Совета министров. То есть из 3 вот этих вот объектов ФЦП площадочных, 2 из них взяты на особом контроле в администрации президента Российской Федерации. То есть вот что поэтому. Также предусмотрено строительство 3 многоквартирных домов на территории города Симферополя. Это 36-квартирный многоквартирный дом в микрорайоне Фонтаны, 162-квартирный жилой дом по улице 60 лет октября и 168-квартирный дом в микрорайоне Новониколаевске. Вот. Так что примерно срок сдачи 2020 год. По многоквартирным домам это тоже будет реализовано. Что касается линейных объектов, я вот немножко уже останавливался по вопросам. Строительство канализации, безусловно, в 5 местах компактного проживания. Строительство дорог с твердым покрытием в 3 местах компактного проживания. Строительство сетей газоснабжения от района Белая 4.
Строительство сетей водоснабжения, это белые 4 верхние фонтаны. Строительство дороги микрорайон фонтана Новониколаевки тоже вот предусмотрено в этом году. Расимбей, есть у нас еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Давайте послушаем. Алло. Алло. Алло, да. У меня такой вопрос. Как обстоит борьба с коррупцией в Крыму? Ага. Спасибо. Савл за вопрос. Но я думаю, что вопрос не в рамках полномочий. Есть соответствующие органы внутренних дел, есть соответствующие комитеты в Совете министров Республики Крым. У нас плохо обстоят дела. Ну, как сказать, мы боремся с этим тоже, но не допускаем. По крайней мере, вот. Давайте продолжим объекты ФЦП обсуждать. Какие еще объекты? По объектам ФЦП, в принципе, я по всем пробежался. Вот это вот 23 объекта. Начали вы говорить по детским садам. Ведутся ли работы в срок или есть какие-то отставания на некоторых объектах? Нет. С учетом того, что данные вопросы на особом контроле, регулярно проводятся штабы, все ведется все строительство в плане, в четком соответствии с планом, графиком строительства. А что касается вот квартирных домов, работы начаты или... Ну, вы понимаете, для того, чтобы реализовать ту или иную федеральную целевую программу, я не строитель по образованию, юрист, но все мы понимаем, что необходимо сначала подготовить соответствующий пакет документов, заказать проект, да, пройти экспертизы и так далее. Пока на такой стадии. На сегодняшний день ведутся эти стадии по некоторым объектам. Начаты вырыты котлованы и так далее, то есть на такой начальной стадии. Расимбей, вот вы в начале нашей беседы говорили о распределении средств и отметили, что есть определенная часть средств выделяется на культурные мероприятия. Да? Вот что имеется в виду, какие мероприятия? Да, часть средств выделяется на культурные мероприятия. Безусловно, значит, можно даже остановиться на конкретных мероприятиях, допустим, которые были осуществлены в 2016 году. Значит, безусловно, взаимодействие с национально-культурными автономиями это тоже является приоритетом работы нашего отдела. Допустим, в 2016 году совместно с Государственным комитетом по делам межнациональных отношений проведены следующие культурные мероприятия. Дни французской культуры, дни греческой культуры, мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв депортации. Дни культуры этнических немцев, День культуры крымчаков, посвященный Дню фольклора, прошу прощения. Недавно вот мы провели 21 апреля День реабилитации в парке Тренева. Безусловно, вот все эти мероприятия требуют определенного финансирования, и в рамках нашей программы городской такое финансирование тоже предусмотрено. В том числе есть и государственные программы. Ближайшие мероприятия, каким сейчас готовится город? Я понял, о чем вы говорите. Да, сейчас мы готовимся к мероприятию, посвященному празднику Хедерлес. Оно будет у нас проводиться 6 мая. Всех, пользуясь случаем, хотела бы пригласить на это мероприятие. 6 мая в районе гостиницы ресторана Шахерезада в Бахчисарае будет проводиться это массовое мероприятие. Мы сейчас тоже совместно с Бахчисарайской райгосадминистрацией, со всеми остальными администрациями, с Государственным комитетом по делам межнациональных отношений принимаем участие в подготовке к этому мероприятию. Да, мы надеемся, что действительно мероприятие будет очень масштабным. Расимбей, наша программа подошла к концу. Чок сағылыңыз, что посетили нашу студию. Было очень приятно. Ишлеріңізде Аллаху кетірсін. Сағылыңыз. Құрметлі сeyirciler, мен сізге хатırlattым. Бүгін студиямыздың мұсафыры Ахмеджет мемориет башының муавины Расим Умеров еді. Ашықлав программасы бөлелікнен соңына келе, келечек эфирлерге қадар көрішкенде саулық не қалыңыз.